Игры «Дети Азии» выходят на финишную прямую. Сегодня речь пойдет об аспектах организации и приема гостей, в частности, о питании спортсменов. Более 2000 участников кормят 12 общепитов комбината «Сергалях». Все они находятся в Олимпийской деревне. Сотрудников кухни и обслуживания к приему иностранных и российских делегаций готовили несколько месяцев. Сюжет Саргаланы Захаровой. Комбинат питания «Сергалях» кормит наибольшее количество участников игр. Они обслуживают спортсменов из 19 стран. Каждой точке общественного питания прикрепили определенные государства, а меню составили из их предпочтений. Мы обслуживаем страны из Бангладеш, Йемен, Бутан. Как они, азиатские страны, предпочитают рис, рыбу, морепродукты. Острые. У нас постоянно перец чили, острые, соус карри. Да, можно, пожалуйста, рис. Спасибо. Вот такой обед у чемпионов. Сегодня им предлагают рис и как альтернативу отварную картошку или макароны, а также на выбор мясо, курица или рыба. И, конечно же, первые и свежие овощи. И ко всему традиционный соус карри, без которого не обходится любой прием пищи у стран Азии. На самом деле вся еда такая же, как и у нас. Правда, вкус совсем другой. У нас также есть картошка, макароны, лапша, курица. Это все, что мы едим каждый день. Нам очень нравится. В меню учли не только особенности национальных кухонь спортсменов, но и виды спорта, в которых они участвуют. Легкоатлетов не свойственно утром много наедаться. Нам нужно хороший, калорийный, плотный завтрак. Обязательно, чтобы присутствовали бутерброды, обязательно, чтобы присутствовал сыр. Это было. По фруктам мы тоже говорили, бананы нам нужны обязательно легкоатлетам, это для работы желудочно-кишечного тракта. Перед соревнованиями молочные они есть, и чай с сахаром для энергии. Спортивные достижения напрямую зависят от качества питания. Если театр начинается с гардероба, то победа на соревнованиях с правильного и питательного рациона спортсменов. Саргалана Захарова, Сергей Васильев, НВК Саха, Якутск.